Пока одни обитатели джунглей Кале поджигали туалетные кабинки и бросали камни в полицейских, другие выстраивались в очередь на эвакуацию. До конца недели всех жителей палаточного лагеря должны расселить по 450 приемным центрам по всей Франции. Процесс переезда начинается в огромном ангаре. Сюда с сумками и чемоданами мигранты начали приходить еще затемно. Мы могли бы вывести до 3000 человек. У нас есть 60 автобусов, но часть из них уедут полупустыми, потому что некоторые приемные центры готовы принять лишь 30 мигрантов. Так что сегодня мы заберем около 2500 человек. Всех жителей джунглей разделят на 4 группы. Семьи, одиночки, дети без сопровождения и слабозащищенные взрослые. К ним относят женщин и пожилых. Затем их доставят в приемные центры. Там они пройдут медицинское обследование. И если еще не сделали этого, оформят заявки на получение статуса беженцев. Решать, куда именно они отправятся, мигранты не могут, но им позволят выбрать один из двух предложенных регионов. Я уже подал на убежище во Франции, я готов уехать из этих джунглей. Жить в них для нас нехорошо. Лучше отправиться в центр приема. Французские власти говорят о гуманитарном кризисе. За год в джунглях Кале умерли 18 человек. Но, несмотря на это, многие не хотят уезжать. Эвакуация их пугает. Те, кому уже однажды отказали в убежище, боятся депортации. Другие волнуются о том, что их отправят в страны, где они впервые въехали в Евросоюз. Или же, наоборот, сами не хотят оставаться во Франции. Нет, я не уеду отсюда. Я не хочу уезжать. Я хочу в Британию. Я бездомный, но не безнадежный. Я знаю, о чем мечтаю. И я хочу уехать в Канаду. Активисты правозащитных организаций говорят, предыдущие попытки разогнать джунгли Кале приводили к тому, что некоторые мигранты начинали просто прятаться от властей. Так, по словам правозащитников, было в марте, когда часть лагеря бульдозерами сравняли с землей. Сбегут около половины, может, чуть меньше. Они либо сбегут из автобусов, либо просто уйдут, как уже многие и сделали. За последние недели отсюда уехали более 2000, и в эти выходные многие тоже уезжали. Кто в Париж, кто еще куда-нибудь. Большинство обитателей джунглей мечтают о Великобритании. До нее всего 34 километра, но там их тоже не ждут. На прошлой неделе британские власти начали впускать лишь детей без сопровождения, имеющих родственников внутри страны. На этих выходных Лондон впервые принял 70 детей-мигрантов без каких-либо связей в Великобритании. В Кале новость об этом восприняли с надеждой. Здесь остаются почти 1500 несовершеннолетних без семьи. Сейчас французские чиновники пытаются выслать в Великобританию как можно больше детей.